Десятки лет в ожидании новоселья строители Байкало-Амурской магистрали с 80-х годов прошлого века обитают во временном жилье. Сегодня эти дома находятся в аварийном состоянии, стены перекошены, здания могут рухнуть со дня на день. Надежду железнодорожникам-первопроходцам вселяет тот факт, что в этом году главная стройка страны отмечает 40-летний юбилей. О том, как выживают ветераны БАМа и что их ожидает, в специальном репортаже Дмитрия Макарова. Это лишь кажется, что вокруг пример благоустройства и отсутствия коммунальных проблем. Бамовский поселок Синегорье отличают ровные улицы и разноцветные дома. Вот только каждый житель готов хоть сегодня оставить свою квартиру. Она опасна для жизни. Сняли шифер, мастер приходит. Хоть знаете, что надо? Ведро солярки поджечь. Георгий Ильич Бодю каждый вечер засыпает под треск собственного дома. Провисает крыша, проваливаются полы. Недавно одна из стен отошла на 10 сантиметров. Для таких случаев всегда под рукой молоток и гвозди. Каждый год клею обои, она валится. Вот, видите, лопается. В аварийном состоянии 100% Синегорского жилого фонда. Поселок возвели в 1985 году за несколько дней ударной молодежной стройкой. Его жители – первопроходцы Амуро-Якутской магистрали в Алданской тайге. В качестве передового подразделения их перебросили из Амурской области вместе с щитами для будущих домов. Щит – это внутри минвата, обложенная калькой, пропитанная какой-то смолой или чем-то. Это остатки из тех самых конструкций, из которых возводили поселок. Стены, полы и потолки изготовлены из фанерных щитов, заполненных утеплителем. По первоначальному проекту, через 5 лет дома должны были разобрать и снова увезти за железной дорогой. Срок эксплуатации очень маленький. Почему назывался поселок временный? То есть мы приехали, собрали, прожили, собрали, переехали на другое место. Мечты о счастливом будущем развеялись через 4 года. Сначала строительство железной дороги значительно замедлилось, а затем и вовсе прекратилось. В 1997 году рельсы остановились напротив Синегорья. Для многих временные щитовые дома стали единственным местом жительства. Улицу Алекминская в поселке Синегорье здесь в шутку называют местной Рублевкой. На ней располагается единственная детская площадка и футбольное поле. Объекты были построены собственноручно местными жителями. Ими же поддерживается чистота и порядок на улице. Сами построили, сами следят, чтобы не рухнули. Особенно переживают за так называемые стульчики. Деревянные сваи, на которых стоят конструкции. Они давно сгнили и разрушаются, креня за собой дома. По 30 лет домам, и оно рушится, уходит туда. Жилищный вопрос не дает покоя и жителям другого поселка строителей Аяма – Солнечный. Он находится в 80 километрах южнее и является микрорайоном Алдана. Точная копия Синегорья. Туфля. Ну давай. Туфля. На какой слух падает? Моя. Наталья Анатольевна и Василий Иванович в своем сборном щитовом доме уже воспитывают внуков. В их семье 30 лет назад родился первый ребенок в новом Бамовском поселке. Тогда об этом сообщили газета «Труд» и Гостелерадио. 9 числа я привез жену, 10 жена родила сына. Вот. Это у нас был первый парень, который родился здесь, на Солнечном. Известная среди строителей семья прошла всю всесоюзную стройку. Вместе с ними по стране кочевали и детали трехкомнатной квартиры. Они были у нас на Горном, эти щиты. Потом с Нагорного приехали на Хани, потом с Хани на Икабью, потом с Икабьи на Беркаки, с Беркаки-то уже сюда. Представьте себе, сколько раз эти щиты перевозились. Этой зимой жители микрорайона Солнечный испытали на себе последствия сбоя работы котельной. И без того холодные дома промерзали, обрастая наледями. В некоторых квартирах лопнули стеклопакеты, не выдерживают нагрузки и трубы системы отопления. Они тоже гниют. Они просто как картонки. Нажимаешь пальцем и дырка. То есть варить их не могут, потому что они не свариваются, а заменить полностью отопление, большие эти трубы в доме мы не можем, потому что невозможно в них подобраться. Таких домов в Алданском районе около 200, в каждом от 6 до 8 квартир. Специалисты подсчитали, чтобы решить проблему, нужно несколько миллиардов рублей. Представители власти начали лоббировать интересы людей на федеральном уровне. И эта задача, наверное, все-таки не регионального руководства, это задача федерального масштаба, потому что в законе о железнодорожном транспорте четко написано, что строительство железных дорог межсубъектовых, это обязанность федерального центра. Где-то оттуда и решение должно быть соответствующее. Прецедентом послужило переселение из аналогичного жилья бамовцев в городе Тында Амурской области. Сейчас в микрорайоне Таежный 27 домов. Новоселы 5 из них уже получили ключи. Квартира номер 5. Милева Валентина Михайловна.
Развернуть масштабную перестройку, по примеру соседней Тынды, надеются и в Алданском районе. В правительство России направлены письма, в которых упор делается на 40-летие БАМа, отмечаемого в этом году. Возможно, юбилейная дата станет отправной точкой решения жилищных проблем. На сегодняшний день это письмо находится у Шувалова, и буквально планируется совещание по включению этих бамовских поселков в программу, федеральную программу по переселению, по улучшению жилья для людей, которые строили БАМ. Ветеран БАМа Георгий Ильич Бодю, несмотря на свой возраст, старается вести активный образ жизни. В хозяйстве десятки кур, козы и огород. Они помогают скоротать время в ожидании улучшения жилищных условий. Шофер-экспедитор прошел всю магистраль и был первым, кто привез хлеб в Синегорье. Ну, поехал. Три лотка хлеб привез с пекарниц в город сюда. Я захожу, приехал и говорю эту продавщице, я приехал для дальнейшего несения службы. Что будешь делать? Хлеб возить, не касаться. Там прораб был туда-сюда. Ура, хлеб, магазин открываю. Столы и чаши, все он пройдет, наш работящий, смелый народ. Вот, смотри, как молодой. Строить путь железный, а короче БАМ. Когда я на машине работал, иду по Тамоту, ну, по городу. Какой город? Все здоровы. О, привет же. Медали за строительство БАМа, орден «Знак почета» и другие награды сегодня украшают китель ветерана труда. Бережно хранится трудовая книжка. На всесоюзной ударной стройке с первого дня. Похожие записи еще как минимум у 30 жителей Синегорья. Мы тоже строители Байкало-Амурской магистрали, мы тоже строители Амуро-Якутской магистрали, прошедшие очень много километров этих железных дорог. Мы участники этой стройки. И я думаю, что люди у нас достойны какого-то внимания. Дорога до Якутска, если считать от первых планов освоения региона, заняла около 100 лет. За все эти годы финансирование прекращалось более 20 раз. Но только поколению бамовцев выпала возможность воплотить мечту в реальность. Сбившийся ритм строительства железной дороги в начале 90-х нанес непоправимый ущерб. Обанкротились предприятия, стали ненужными специалисты. В Нижних Бестях магистраль пришла с опозданием почти в 20 лет. При этом заведя в тупик целое поколение ветеранов БАМа, к выходу из которого, возможно, приведут аварийные дома. Дмитрий Макаров, Владимир Маков, Вести, Алданский район, Якутия.